Ціхая заснежаная вуліца, невялічкая хатка. Каля парога разом с татом чакаюць новогоднего цуда трое деток. Ждете Новый год? Да. А что вы ждете от Нового года? Подарки. Раз к Новому году ждете подарки, то вот мы какие-то подарки, давайте я вам и вручу. Держи. Это тебе, это вот тебе, а это тебе. У гэты дзень радасці падарункі маленькім беларусам прынёс намеснік старшыні пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання Олег Семянчук. Цукеркі, садавіна і персанальныя прэзенты, вершы для гасцей і віншаванні ад Деда Мороза. У канцы года добрыя словы і падтрымка неабходны кожнаму. Депутаты и все руководители, да и все люди Беларуси в этот праздник желают друг другу добра. И я уже посещал и Венецкий дом-интернат для детей, и другие учреждения для детей. И вот сегодня приехали мы в семью. Узнал об этом в семье буквально несколько дней назад, что отец воспитывает 3 детей, несовершеннолетних детей. Дети красивые, что он заботится, что переживает о своих детях. Это замечательно. Потом они заслуживают всякой помощи, всякого поощрения, всякого содействия в решении тех проблем, которые у них и бывают, и есть, и просто в добром слове. Вот такие посещения, визиты в регионы, прием граждан, и даже вот и новогодние праздники это вносит какие-то новые, узнаешь новые проблемы, какие есть у людей, чтобы их потом решать. Сям'я Носавых жыве сціпла, але вельмі дружна. Разам яны прыдумваюць гульні, мараць пра будучыню, збіраюць мадэлі танкаў і рашаюць няпростыя жыццёвыя задачы. Малодшаму Платону 5 гадоў, Лізе 7, старэйшы 8-гадовы Елизар, татаў памочнік. Мой папа хороший. Он умеет очень вкусно готовить. И он сам ремонтирует свою машину. Ему никто не помогает. Такое, когда он просит меня помочь, просит принести инструменты, там это сделать. И никто ему не помогает, он сам аккумулятор делает, там коробку передачи ставит, снимает, покупает запчасти. Помогаю ему ремонтировать машину, там помогать готовить. Ну, я сам не умею, а вот резать умею. Но иногда я и бабушке помогаю. Пылесосить дом, там убирать кровати, там все умею. Віктор Іванович заўважае, што сумаваць няма калі, вельмі шмат клопатаў. Ён гаспадар у хаце, які выконвае не толькі мужчынскую працу. Сцірка, уборка, прыгатаванне ежы – усё трымаецца на моцных татавых плячах. Віктор заплятае косы дачушцы і вучыць спраўляцца дзяўчынку самастойна. 4 гады назад маці пакінула сям'ю. Бацька адзін выхоўвае 3 дзяцей. Дапамагае бабуля. Я с таких маленьких лет с ними, с пеленок практически. И не знаю, если их не будет, я не знаю, что буду делать. Вот сюда сейчас. Как-то привык уже. Вот из-за этого Платон вот со мной ближе, больше. И со мной рядом тут и спит. Дальше не хочет уходить никуда. Я не знаю, как его в школу отправляем. Придется вот так вот придется сидеть в школе вместе с ним за партой. Вот и все. Дети это, я не знаю, ну, если бы их не было, я не знаю, что было бы. Ну, а так смысл жизни это точно. Я из-за них только вот и кручусь, как белка в колесе. То там, то там. Ну, деньги же надо зарабатывать. Каб больш часу праводзіць з дзецьмі, Віктор Іванович уладкаваўся слесарам у чысцінскую школу, дзе наведваюць заняткі 3-класнік Елизар і першакласніца Ліза. А пакуль дзеці на канікулах, сям'я рыхтуецца да Новага года, чакае спаўнення жаданняў, дабрыні і спадзяецца, што апошні не абмяжуецца толькі зімовымі святамі, а будзе побач круглы год. Алеся Ушакова, Вольга Капцёнак, МКТБ.